Югостинские пловцы принимали участие в 4-м заключительном этапе всероссийских соревнований по плаванию Made Wave Challenge, которые проходили в Казани с 30 апреля по 2 мая. В соревнованиях принимали участие свыше 1000 спортсменов, 173 команды из всех регионов России от Камчатки до Калининграда. В нашей команде выступали 11 спортсменов в возрастной категории от 10 до 14 лет. Команда достойно представила республику. Им и были выполнены новые спортивные разряды и, самое главное, юные спортсмены приобрели соревновательный опыт. По итогам соревнований наша команда заняла 18 место в общекомандном зачете. Наивысший результат показали у нас девочки Тигиева Диана на дистанции 50 метров на спине, 25-й результат. И Бекуева Анастасия, тоже 25-й результат на дистанции 50 метров брасом. Жаркова Алиса показала 18-й результат на дистанции 200 метров дельфином, но дистанция сама тяжелая, там участниц было не так много. И, в общем-то, я считаю, что выступление наших спортсменов было приличным. Made Wave Challenge – это представительные соревнования по плаванию, отмечает Евгения Терлеева. С каждым годом состязания набирают все большую популярность и расширяют свою географию. Победители и призеры – это кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Конечно, мы еще немножко не догоняем в отношении победителей и призеров, но стремимся к этому. Работают дети очень упорно, так скажем, с полной отдачей сил. И соревнования сами дают очень большой толчок в спорте, в тренировках. Спортсмены и тренеры югостинской сборной команды выступают в удобной современной экипировке в национальном стиле, разработанной мировым лидером спортивной одежды. В программе соревнований участвовали знаменитые пловцы и артисты. Дети получили огромное удовольствие, массу положительных эмоций. Плюс к тому же завершение этих соревнований проводили Made Wave Party, где присутствовали знаменитые артисты, такие как Катерина Шпица и Алексей Белов, и призер Олимпийских игр Владимир Сельков, который вообще с удивлением сказала: я когда услышал, что есть команда из Южной Осетии, я не поверил. А когда я видел в заплывах, что вы плыли технично, что вы плыли, боролись и достаточно на хороших позициях были ваши спортсмены, я, говорит, просто был в восторге. Команда продолжит улучшать свои результаты. Впереди у сборной участие в краевом турнире по плаванию в городе Невинномысск Ставропольского края 15-16 мая. Турнир посвящен памяти заслуженного тренера России Татьяны Юрьевны Баташевой. Турнир посвящен памяти моего родного тренера Баташевой Татьяны Юрьевны. Она заслуженный тренер России. К сожалению, уже больше 10 лет ее нет с нами. Но, тем не менее, те традиции, которые она начинала в невинномысском плавании, это, в принципе, работает и сейчас. И мне даже, может быть, как трепетно и очень приятно, что воспитанники из Южной Осетии, где никогда не было плавания, уже приедут на соревнования в мой родной город, мой родной бассейн, в памяти моего родного тренера. Мне хотелось бы, чтобы у нас тоже выступление было успешным. Финансовую поддержку Федерации плавания Южной Осетии оказывает глава государства Анатолий Бибилов и благотворительный фонд «Единство Алании». Эльвира Дебилова, Александр Кочев. Информационный выпуск сегодня.